Всем здравствуйте! Сегодня с нами в эфире Баянбай Нурлан. Здравствуйте, Нурлан. Здравствуйте. В первую очередь хотел бы спросить у вас, какие основные тренды сейчас определяют развитие робототехники? С повсеместным введением искусственного интеллекта, я думаю, вот искусственный интеллект проник во все сферы, поэтому в робототехнике также намечается тренд на применение искусственного интеллекта. То есть это взаимодействие с искусственным интеллектом, либо вот применение искусственного интеллекта в использовании робота, либо, так сказать, взаимодействие на основе искусственного интеллекта между роботами и так далее. То есть идет тренд на интеллектуализацию роботов и больше такой тренд на, э, так сказать, автономных роботов и интеллектуальных роботов. Следующий вопрос– это как же робототехника влияет на промышленность, медицину и строительство? Ну, если рассматривать робототехнику в целом как не только как одну сферу, а в целом в сфере автоматизации и роботизации, то здесь тренд такой, то что робототехника, она в целом помогает оптимизировать, оптимизировать труд и улучшить эффективность труда. Если брать, например, медицину, то робототехника сейчас успешно применяется при проведении операций, хирургических вмешательств. Также применяются как медицинские роботы для складирования, для автономной доставки лекарственных средств и так далее. То же самое в сфере строительства, например, применение роботов, если в частности дронов для инспекции строительных работ, либо перед началом строительства для инспекции строительной площадки и так далее. Далее, думаю, для всех было интересно, как же развивается рынок домашних и сервисных роботов в наше время. Домашних и сервисных роботов, но здесь тоже, э, если раньше вот в фантастических фильмах мы могли смотреть, как роботы, то есть в каждом доме работали и несли какую-то полезную службу, то в данный момент идет реализация вот этих вот фантастических, как сказать, фантастических творений. И в данный момент сервисные роботы, они уже во многих странах, во многих развитых странах применяются, как сказать, уже повсеместно. То есть развитие сервисной роботехники тоже идет наравне, можно сказать, с развитием искусственного интеллекта и подобных таких передовых технологий. Далее, хотелось бы спросить у вас, какие страны лидируют в разработке робототехники и какие факторы на это влияют? Но в данный момент, я думаю, есть несколько стран, которые хорошо уже получили хорошее развитие. Это в первую очередь азиатские страны, это вот Япония, Корея, Китай. Также повсеместно идет развитие и в Америке, в странах Европы тоже идет хорошее развитие. И ко всему этому, конечно, привело то, что идет повсеместная, то есть поддержка этой сферы. Также есть и влияние, конечно же, и, так сказать, самого спроса. То есть эти рынки, они уже давно занялись разработкой робототехники и робототехнических устройств, поэтому для них развитие идет как процесс естественный, то есть без остановки идет этот процесс, и это способствует хорошему росту данной сферы. И можно сказать, что если будут хорошие, ну, также и хорошие условия, конечно, в этих странах. Есть хорошая поддержка, есть и доступность технических средств различных. Если брать тот же Китай, то у них множество деталей, микросхем, электроники, все производится у них, поэтому это все доступно, это все у них, как сказать, реализовано. И развитие, вот, в первую очередь, для развития нужно, чтобы была
среда для развития, и также вот как раз вот материальная база тоже имеет хорошую, э, играет главную роль. Какие новые технологии применяются в дронах для повышения автономности? Ну, в сфере дронов сейчас применяются вот все вот передовые достижения, можно сказать, то, что применяется в автономных автомобилях, сейчас тоже применяются в дронах. В частности, дроны сейчас многие оснащены различного рода датчиками, лидарами, например, либо вот камеры глубины, вот эти самые свои э, другие вот датчики, которые помогают, вот периферийные датчики, которые помогают роботу хорошо ориентироваться в пространстве, во-первых, во-вторых, изучать, то есть местность на основе не только вот, сказать, датчиков акселерометра и вот других, но и также они могут строить карту, прогнозировать также и поведение среды. То есть уже внедряется, идет внедрение алгоритмов вот этого Deep Reinforcement Learning, то есть алгоритмов машинного обучения, поэтому современные дроны, они уже способны, грубо говоря, видеть на каком-то расстоянии, около более километра, можно сказать, или около того, они могут видеть уже маленькие провода, которые у них могут встретиться на пути и помешать им в полет. Поэтому в данное время современные дроны, они уже, то есть благодаря развитию искусственного интеллекта, благодаря развитию алгоритмов вот этого обучения, машинного обучения, они уже стали более интеллектуальными, можно сказать, и способны автономно совершать полеты, также обходить препятствия. Есть очень множество научных трудов, и также есть множество экспериментов, которые проводили зарубежные ученые, и они доказывают, что современные дроны уже способны на многое, то есть не хуже автономных машин. И перейдем к следующему вопросу. Это как развивается сфера доставки и не только с использованием дронов? Сфера доставки, но если вы имеете в виду то, что доставка дронами, то в данный момент, да, уже идет в некоторых, вот, во многих разных странах, можно сказать, в США, в Китае, Японии идет доставка. Ну, нельзя сказать, что она повсеместно, но уже обрабатываются кое-какие заказы с помощью дронов, доставка дронов. И, например, Amazon компания, они уже имеют очень хороший флотилию своих дронов, которые служат для доставки продукции. Ну и также, конечно, и здесь идет, конечно, проблема более регуляторная, то есть не всегда дронам разрешено летать. Есть также, они могут летать также и не всегда, и говоря о том, что не во всех погодных условиях они могут летать, поэтому свои проблемы в этом тоже есть. Но, думаю, уже идет тенденция к тому, что увеличивается количество заказов, доставляемых дронами. Если сравнивать за последние 5 лет, то доля заказов, конечно, выросла. Ну и думаю, в ближайшие 5-10 лет уже, конечно, она может вырасти в 2-3 раза. И думаю, мы все это скоро увидим. Думаю, всем интересно, какие новые сенсоры и системы навигации используются в современных беспилотниках. Но если брать в целом беспилотники, не только как дроны, а также как и, грубо говоря, наземные устройства, то здесь существует, конечно, очень множество датчиков. Ну, в первую очередь, навигация у нас, конечно, идет при помощи датчиков, то есть без датчиков наши роботы, им бы было сложнее ориентироваться, поэтому в первую очередь, наверное, возьмем лидары, также различного рода камеры, это могут быть камеры глубины, это могут быть просто камеры, которые встроены в различных частях робота. Если брать, к примеру, автомобили, которые имеют автопилот, скажем, грубо говоря, Tesla, и у них идет ориентация в основном
ну, на новых моделях Tesla они отказались от лидаров и ориентируются строго за счет своего алгоритма, который анализирует данные с камер. То есть, вы знаете, у Tesla очень много камер со всех сторон, 360 градусов. Он снимает вокруг себя все, и за счет алгоритмов своего они могут ориентироваться, могут распознавать препятствия, объекты, другие машины и так далее. Если же брать другие, то есть другие автономные устройства, то большинство из них используют лидар для того, чтобы ориентироваться в пространстве. Ну, то есть вот у каждого есть свои плюсы и минусы. То есть если используется лидар, то, конечно, там идет больше потребление как ресурсов, но в то же время повышается качество, то есть ориентирование, так как получает больше данных, то есть как видеть дальше и глубже. Если же за счет камеры, то, конечно, там увеличивается, можно сказать, скорость обработки информации, но в то же время, можно сказать, у них меньше данных, за счет чего они обрабатывают данные быстрее. Также хотелось бы спросить у вас, какие языки программирования и платформы чаще всего используются в разработке роботов? Ну, здесь в этом вопросе, конечно, нужно отметить то, что среда разработки и язык программирования, они обычно ориентируются строго по тому, что вам нужно сделать. Например, если вам нужно сделать какую-нибудь то есть какой-то, грубо говоря, простой проект, то вы можете использовать менее такие затратные, то есть ресурсозатратные и более легкие, так сказать, более легкие платформы. Например, на Arduino тоже до сих пор делаются множество проектов, которые могут быть реализованы для простых сравнительных проектов. Например, если нужен робот, который будет автоматически кормить вашего питомца, либо робот, который автоматически какие-то там рутинные занятия выполняет, то есть чтобы открыть, закрыть и так далее, то здесь, конечно, можно использовать его. Если же нужно более сложно, то, конечно же, есть более сложные платформы. Это и Raspberry Pi есть, и Jetson Nano в последнее время очень хорошее развитие получило в робототехнике. Например, современные дроны, множество интеллектуальных дронов используют в качестве своего процессора это платформу Jetson Nano, либо Jetson Orin, Jetson Xavier тоже более продвинутые. И если так судить, то тем больше у вас стоит, тем более сложная работа у вас стоит, задача, тем более хорошую платформу вам нужно использовать. И, соответственно, у каждой платформы свой язык программирования. Если говорить про Arduino, это у нас C++, на базе C++. А у остальных, скажем, у Raspberry Pi и Jetson Nano и так далее, у них уже идет среда разработки Python. То есть используется здесь более динамичный, как считается, вот сейчас Python считается более динамичным, более таким, более новым современным языком. И этот язык востребован в робототехнике современной. И используется он сейчас уже тоже очень много. Какие энергоэффективные решения сейчас наиболее популярны в робототехнике? Энергоэффективные, ну, современные, так сказать, уже процессоры уже используют более такие энергоэффективные, так сказать, алгоритмы, поэтому современные процессоры во многом являются более энергоэффективными, чем были раньше. Поэтому в этой сфере, ну, так сказать, более ресурсоемкие задачи, которые раньше, для выполнения которых раньше можно было использовать целый вычислительный кластер, то сейчас они все заключены в одном маленьком, так сказать, процессоре, поэтому с развитием технологий, то есть с развитием микроэлектроники и с развитием вот этих вот новых платформ, идет, соответственно, такая энергоэффективная, то есть процесс энергоэффективности, то есть процесс повышения энергоэффективности идет как бы наравне с развитием этих же технологий.
как роботы обучаются с помощью нейросетей и глубокого обучения? Ну, для обучения роботов с помощью нейросетей здесь у нас применяют, то есть есть достаточно большое количество алгоритмов современных. Это и алгоритм, то есть CNN, это есть Deep QNet и DRL, то есть Deep Reinforcement Learning есть. Очень множество алгоритмов, которые используют для... Ну, зависит тоже от целей. Например, если брать дроны спасательные для поисково-спасательных операций, то в них можно использовать множество алгоритмов, связанных с распознаванием объектов, либо так как им нужно будет определять, то есть как называется, human detection, это распознавание людей в этих на месте катастрофы. И здесь в таких дронах больше используются, конечно, алгоритмы, больше связаны с распознаванием людей. Но если говорить в целом, то это вот те же алгоритмы. Это есть и алгоритм обучения, алгоритмы глубокого обучения, есть алгоритмы обучения с подкреплением, это те же вот DRL и другие. Есть нейронные сети, это CNN, это QNet и так далее. Есть алгоритм YOLO, называется Lion и Look Once, который тоже используется как один из продвинутых алгоритмов, поэтому очень много здесь алгоритмов, которые используют, и можно сказать, будет еще большее количество алгоритмов. То есть у каждого алгоритма есть свои плюсы и минусы, поэтому в данной среде нельзя четко сказать, что этот алгоритм лучше, этот хуже, но можно использовать тот, который больше подходит для вашей задачи. Спасибо вам большое, Нурлан. Желаем вам успехов, удачи и до свидания. Спасибо вам за интервью. До свидания.